Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину и посмотрим, чем же вы его зацепили. Если тема вам интересна, присоединяйтесь, посмотрите на песочек, загадайте, пожалуйста, на своего мужчину. Представьте его, назовите по имени и задайте ему такой вопрос. Мой милый дорогой, ну-ка признавайся, чем же я тебя так зацепила? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть откроют для нас то, что скрыто, и то, о чем мы желаем узнать. Так, замечательно. Здесь у меня вышли вы, как какое-то воплощение ангела. Ну, смотрите, да, вот эта фигурка ваша, красивое ваше личико, вот это ваши крылышки такие огромные, видите, крылышки, и нимб у вас над головой. Девчонки, ну чем вы его зацепили? Да тем, что вы и есть ангел, ангел его жизни, ангел-хранитель. Вы такая нежная, вы такая добрая, вы такая ласковая. С вами так хорошо, с вами так спокойно. Вы настолько на него влияете, вот именно положительно. Он, знаете, был бы он котиком, он бы постоянно сидел бы у вас на коленях и мурчал. Понимаете, вот как-то так. Романтик тут сплошной. Но хочу сразу сказать, что мужчина не умеет проявляться, мужчина не умеет делать комплименты, либо если он их делает, то как-то, знаете, так, красивое, нравится, молодец, знаете, вот такое вот. Скорее просто как огрызки каких-то слов, да, а не комплименты. Но, девчонки, в душе он, конечно, романтик и поэт. Он воспевает вашу красоту, он воспевает ваши качества. Здесь мужчине нравится все. Посмотрите, какая у вас фигура, да. Вот на песочке я уже говорила, чем больше, тем лучше. Это не жизнь. В жизни у нас чем меньше, тем мы типа красивее, да, а вот на песочке наоборот. Большое такое тельце у вас выходит, да. Это значит, что вот прям нравится, он просто млеет от ваших форм. Неважно, в каком вы размере, да, весочки там или XL-очки, это вообще не важно. Важно то, что он видит и то, что ему это безумно нравится. Худенькая, вы полненькая, вы в любом размере для него самое-самое прекрасное. У вас настолько манящие формы. Особенно вот как-то, не знаю, вот ему нравится верхняя часть, да, ну вот попочка тоже там, да, груди. То есть как бы вот это ему все вот у вас нравится. Даже если у вас там нулевочка, да. Поверьте, это самое красивое, что он видел в жизни, да, вот самое любимое, вот, правильно, даже не красивое, а любимое, вот, девочки. Любит, он вас любит. Ему нравится не только, как вы выглядите, но и как вы живете, ваши какие-то внутренние убеждения, правила, то, как вы рассуждаете, насколько вы умненькая, насколько вы вот такая, знаете, аналитическая, насколько вы вот можете в себе смешать какие-то тайные эзотерические знания и сильную прагматику, да, нашей жизни. То есть он всегда в шоке. Вы как что-нибудь скажете, он просто в шоке. Как это может быть? Как она до этого дошла? Я вот мужик там образованный, допустим, да, и ничего в этом не понимаю. То есть мне бы в голову не пришло. А она, вот такая маленькая хрупенькая женщина, вот всегда там, да, со всякими там помадками, косметикой там и прочим, да, вот как она это знает, откуда она знает. Он поражается вашим глубоким знанием, либо тем высказыванием, которые вы делаете. Когда вы с ним спорите, ну, тут просто взрыв мозга, потому что ваши слова всегда емкие, хлесткие, и с вами просто не поспоришь. От вас только можно убежать, да? Что он, скорее всего, и делает, либо переходит на грубость. Но это как форма защиты, девочки. Ну, какому мужчине понравится, что его женщина, вернее, какой мужчина, мужчине-то понравится, да, но какой мужчина признается своей женщине, что она гораздо умнее, чем он. Вот и у вас такая ситуация. Кстати, качели у вас в жизни вот именно по этой ситуации. Он понимает, что вы
гораздо круче, чем он, что вы его в некоторых вещах не только затмеваете, но и забиваете, причем в угол. Вот что происходит. А я вижу, что вы девочка честная, прямая, вы не наигранная, вы не станете в угоду мужчине, строите себя там дурочку наивную, да, либо пустышку. Нет, вы всегда что чувствуете, что думаете, вы всегда об этом говорите. Это ваша фишечка, в этом ваша сила. И это то, что мужчина вас просто обожает. Он знает, что вам можно доверять. Он знает, что вы не подставите, не предадите, не обманете. Не знаю, там, в разгульную жизнь не ударитесь, понимаете? Вот это он все про вас знает. И за это он очень вам благодарен. И судьбе благодарен за то, что встретил такую прекрасную женщину. Знаете, девочки, даже если вы не умеете готовить, в принципе, да, но вы что-то для него там, даже бутерброд какой-то просто собрали, он всегда полюбуется этим бутербродом. Потому что с ваших ручек еда, я не знаю, там, в 1000 раз вкуснее становится. Он не знает, как это вы делаете, но он этим безумно восхищается. Так, девчонки, ему нравится, как вы умеете дружить. Может быть, он и не любит ваших подруг, может быть, даже как-то кривится, когда вы там с ними чересчур общаетесь долго. Но тем не менее, вот он иногда за вами подслушивает. Я вам открою такой секретик, когда он подслушивает, и когда он слышит, как вы разговариваете, он такой думает: о, а я так не могу, да, я так не могу, вот бы и мне так научиться, вот бы и я так бы смог. И я вам больше скажу, скорее всего, он где-то вас даже и имитирует, какие-то ваши высказывания, какой-то ваш взгляд даже, может быть, на жизнь. То есть ему, ну, как пример, вы просто какой-то невероятный подаете, да, вы такая огромная бездна знаний, что ли, какого-то креативного подхода к жизни. Может быть, он в общении с вами не согласен, говорит: да ну ты что, а сам же, понимаете, чуть ли не каждое ваше слово записывает. Вы пообщайтесь с его друзьями, вы обалдеете, да, сколько много он вытащил из вашего дома и перенес к своим друзьям, типа выдавая это за свое, да, я имею в виду ваши там высказывания, слова, поучения и прочее, свое видение ситуации и проблемы. Ему очень нравится, что вы очень романтичны. Вы, наверное, делаете ему какие-то подарочки, может быть, там не сильно ценные, да, но какие-то невероятно милые, потому что по вот этому дельфинчику вот прям, да. И он так радуется, как ребенок радуется. Даже если он просто не показывает этого, но он действительно очень там радуется. Потому что такое впечатление, что он какой-то недолюбленный, что ли, ребенок, либо мало его баловали, может быть, жизнь какая-то тяжелая была. То есть как-то мало ему перепадало материнской любви, либо он там остро нуждался, может быть, недостаточно просто было. Вот с вами он это добирает. Понимаете, вот эти ваши милые подарочки, они его просто в маленького мальчика превращают. Причем мальчика очень счастливого, потому что он эти подарочки получает. Так, девчонки, я не знаю, тут вышла чаша, но это про алкоголь, скорее всего, да. То ли вы вообще не пьете, то ли вы пьете как-то с умом. Вот это тоже его очень сильно вас восхищает, очень сильно нравится. А может быть, наоборот, вы можете там любого мужчину перепить. Да, есть у вас такая способность. Но в любом случае, вот он прям да, сердцем млеет. Так, девочки, что еще хочу сказать важного о вас? Тут лилия выходит вам в ногах. Видите, вот она, лилия, королевский цветок. Вот вы как хотите, но вы женщина всей его жизни. Самая яркая, самая прекрасная и самая-самая желанная. Что бы между вами не было в будущем, и как бы ни сложилась ваша судьба, вы должны для себя четко знать, что никогда этот мужчина вас не сможет забыть. И никогда он вас не разлюбит. Вы навсегда останетесь в его сердце и останетесь в его душе. И даже если он попытается как-то это все там переменить, перебить и прочее, у него никогда этого не получится. С вашим именем он засыпает, и с вашим именем он встает. Вот такая она, любовь этого мужчины. Мои милые, на этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.